Сегодня очень многие люди видят для себя невозможное выполнение шариата в мирской жизни. Много забот, много проблем. И это у них забирает очень много сил и времени. По логике вещей получается, что не остается на то, что мы не умеем, на то, что нас не научили. И человек себе в оправдании говорит, что шариат невозможно сегодня выполнить. Он слишком сложен для этой жизни. Но на самом деле это не так. На самом деле программа ислама, то есть шариат, ту программу, которую дал Аллах Субхану ва Тааля для нас в выполнении в нашей жизни, в этой мирской жизни, абсолютно соответствует природе человека и соответствует каждому времени и месту. Шариат учитывает все стороны человека и учитывает все его нужды и потребности. И доказательством этому приходит хадис от Абу Джухайфы Вахб ибн Абдуллы, да будет доволен им Аллах, сказал: в свое время Сальман и Абу Дарда побратались друг с другом благодаря пророку, саллаллаху алейхи вассалям. А когда Сальман пришел навестить Абу Дарду, то увидел Умму Дарду в поношенной одежде, стоящей у дверей дома. Он сказал: что с тобой? Она сказала: твой брат Абу Дарда не нуждается в благах мира этого. Тем временем пришел и сам Абу Дарда, который приготовил для Сальмана еду. Сальман сказал: поешь. Абу Дарда сказал: поистине я пощусь. Сальман сказал: я не стану есть, пока не поешь ты. И он поел. А когда настала ночь, Абу Дарда встал на молитву. Сальман сказал ему: спи. И он лег спать. Но через некоторое время снова встал на молитву. Сальман снова сказал: спи. А в конце ночи Сальман сказал: теперь вставай. И они совершили молитву, а потом Сальман сказал ему: поистине у Господа твоего есть на тебя право, и у души твоей есть на тебя право, и у семьи твоей есть на тебя право. Так давай же каждому обладающему право то, что по праву принадлежит ему. Потом Абу Дарда пошел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал ему об этом. Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Сальман сказал правду. Хадис приводит Бухари. Теперь посмотрим на этот хадис. Во-первых, Умму Дарда дает нам величайший урок мудрой женщины, которая, не заходя в запретное, жалуется на свое положение. И этой жалобой она хочет сделать наставление своему мужу и самым мудрым видом. То есть она не говорит Сальману, что Абу Дарда такой-то и такой-то. Она просто своим видом привлекает Сальмана спросить о ее положении. То есть, во-первых, она встала в дверях своего дома. По обычаю того времени в дверях дома вставала женщина в крайнем случае, или если что-то находилось в доме очень опасное для нее, как змея или что-то подобное, или же женщина выходила из всех рамок и искала себе мужчину и вставала в дверях, предлагая другим. Естественно, Сальман удивился тому, что она стоит в дверях, потому что это говорит о чем-то очень важном. И вторая деталь, которой она привлекла внимание Сальмана, задать вопрос: что с тобой? Она стояла в поношенной одежде. То есть женщина должна была ходить в хорошей, опрятной, чистой одежде. Раз она надела поношенную одежду, говорит также о чрезвычайной происшествии, на которое она хочет обратить внимание Сальмана. И в этом было указание: зачем же мне ухаживать за собой, когда нет интереса мужа ко мне? То есть также урок для наших сестер, что женщина должна себя приводить в порядок для своего мужа. А если нет интереса у мужа, и женщина тогда тоже не будет
приводить себя в порядок. И в том ответе Умму Дарды, который она ответила на вопрос Сальмана, что с тобой, она не стала ругать, не стала порочить своего мужа, сохраняя его честь, его достоинство и свое почтение к нему. Она сказала: у Абу Дарды нет интереса к этой жизни. Дальше урок в действиях Сальмана. Сальман не стал делать нравоучение Абу Дарде, а на своем действии показал, как нужно правильно распределять самого себя. Он вынудил Сальмана прекратить свой пост. Он вынудил Сальмана спать. И потом, уже в последней только третьей ночи, он поднял его для молитвы. Своим примером он показал, и этот пример потом объяснил, что у каждого нас есть части, которые мы должны им уделять внимание. То есть есть душа, есть Господь, есть семья, есть тело, и каждый обладатель права должен иметь от нас свою часть. Сальман же, удивленный этим, так как его действие, пост целым днем и молитва целой ночью, казалось лучше перед Аллахом Субхану ва Тааля. И поэтому он пошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, перепроверить это. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подтвердил правильность Сальмана, сказав, что Сальман прав. И в этом для нас пример, что жизнь человека должна быть сбалансирована, что шариат дает нам указания, чтобы мы не были углублены в какой-то своей сфере, оставляя другие. И всегда это будет в ущерб нам самим. Потому что Аллах Субхану ва Тааля не требует от нас поклонения день и ночь. Аллах Субхану ва Тааля требует от нас смирения, потому что Аллах Субхану ва Тааля от нашего поклонения никакой пользы не имеет. От нас требуется смирение. И это смирение будет проявляться как в нашей молитве, так и в нашей еде. Как в нашем посту, так и в нашем времяпровождении со своей семьей. Как в нашем сне и в нашем бодрствовании в молитве. То есть все уравновешивает шариат. Так и человек, живя в этой жизни, может уравновесить все свои стороны жизни, и об этом нам говорят сейчас уже современные ученые, которые занимаются психологией, менеджментом и так далее. Человек достигает максимум успеха только тогда, когда он балансирует, когда все стороны его жизни сбалансированы и в достаточной мере уделяется этому времени и сил. Только тогда человек достигает успеха и счастья. Успеха и счастья, говоря на нашем языке, на религиозном, успеха и счастья в этой жизни и в будущей жизни. Человек не может быть счастливым в этой жизни и несчастным в той жизни. И также человек не может быть несчастным в этой жизни и несчастным в будущей жизни. То есть, если кто-то говорит, что я перетерплю все это и перестрадаю, и будет мне награда в той жизни, то это может глубоко ошибаться. Человек, даже перетерпя те трудности, которые приходят к нему, те испытания, которые приходят к нему, и он будет благодарен Аллаху Субхану ва Тааля, и будет видеть в этом мудрость Аллаха Субхану ва Тааля, то этот человек будет счастливый, хотя мы внешне, может, будем видеть не совсем его таковым. Поэтому каждый должен уделить время своей жизни Аллаху Субхану ва Тааля, своему телу, своей семье, своей работе, всем тем сферам жизни, которые у него есть. Только тогда он достигнет счастья. Упущение какой-то из сторон приведет к дисбалансу во всех остальных его частях жизни.